Татьяна, когда забили гол, что почувствовали? Ну, вообще, для меня гол – это ответственность перед командой, да, и мне нравится забивать, радость. Когда-нибудь раньше вас признавали лучшим игроком встречи? Ну, признавали, да, я играю в ночной лиге с мужчинами, я иногда там тоже забиваю по много, из-за того, что там красивые пасы, да, и у меня есть возможность забивать. Вот, а так мне очень приятно, если честно. Опыт в хоккейной ночной лиге помогает здесь? Да, очень. Вообще, играя с мужчинами, они немножко резче, да, и у них идет борьба. Они, конечно, как-то нас жалеют, да, но это позволяет тебе, когда ты выходишь с девчонками, да, ты уже не боишься, да, как соперника, потому что ты уже привыкаешь к мужчинам, да, вот, и как бы ты уже вот этого страха не испытываешь, вот правда. Откуда вообще такая страсть к хоккею? Вообще у меня был брат, и он был вратарем. Вот. И когда у меня родился сын, конечно, одним из направлений я когда-то выбрала в его жизни хоккей, да. Потом мне очень захотелось открыть в своем родном городе тоже хоккей для детей. Я была инициатором хоккейной школы, она сейчас существует, там много детей. И мне это очень приятно, что да, дети в спорте, они не курят, не пьют, у них есть увлечения, они живут этой спортивной жизнью. Это здорово. Вот. Если честно, мне всегда тоже хотелось играть в хоккей в любительском плане, потому что я сама как бы бегунья, да, марафонец, и поэтому немножко тут как бы скоростные упражнения в хоккее. Вообще это интересно, это азарт, во-вторых, это здоровье. Вот. И если честно, играя в команде, ты немножко другой человек. Быть единоличником, да, вот это слово «команда», я честно вам скажу, это не один ты. Ты должен учитывать интересы других, их отношение к игре, их внутреннее как бы состояние, да, как они готовы, как вот у нас вот есть действительно, вот она девочка-капитан, да, Светлана, она действительно настоящий капитан, она пишет нам иногда вечерами посты, что поддерживает нас, что нельзя отпускать руки. И вот это ощущение, что ты не один, а еще рядом с тобой другие люди, это вообще очень большой опыт даже вообще в жизни, да, скажем так, потому что тебя окружает множество людей, ты должен тоже как-то их уважать. Вот. И играя в команде, опыт общения и вообще как бы это очень большой круг друзей, честно скажу. Имею благодаря хоккею различных людей, которые очень интересны, они уникальны, да, в чем-то. Это здорово. Знать даже таких людей, общаясь. Иногда даже ведь ты обращаешься за советом. Иметь друзей в других городах, что это важно, да. И вообще хочу сказать большое спасибо Лиге женского хоккея, отдельно Кате Марк, за то, что они вообще это организовывают, это помогает, не только как бы несет здоровье, да, это помогает людям двигаться вперед, увлекаться. И вообще девушки способны играть в хоккей, да, мы видим результаты Олимпиады, и у них есть болельщики, да, вот. Женщины должны быть сильными. Вот как раз про болельщиков. Я знаю, Орса выходит сейчас на общегородской как бы уровень. И много ли вообще людей знают в Ярославле этот клуб? Сейчас на данный момент, я вам скажу, наверное, не так уж много знает о женской команде в Ярославле. Мы, конечно, наш организатор, да, у нас есть директор, который занимается, да, как бы развитием вообще хоккея в городе Ярославль. Иногда мы встречаем людей как бы на улице, они говорят: а вы девочки с баулами? А мы говорим: знаете, ведь есть хоккейная команда женская, да, как я тоже как-то один раз наткнулась и туда попала. И, соответственно, я думаю, что нам не хватает немножко поддержки руководства города. Но я думаю, что они не будут против, если мы сделаем как бы шаг к ним в кабинет, да, и попросим. Но сейчас у нас зимой проводились открытые тренировки на льду, когда люди в праздничные дни гуляли на площади, наши девочки катались там, показывали, что мы есть. И я думаю, что уже какой-то старт мы заложили, да, и я думаю, что в нашем городе она будет скоро официальной командой на уровне развития, как в Питере, да.
с Дюшор, что бы нам хотелось. Последний вопрос. Сейчас игры проходят в Санкт-Петербурге, буквально через дорогу от дворца Константиновский дворец, через несколько остановок от Ледового дворца Петергоф. Есть ли время погулять? Вот у нас есть понедельник, нам разрешили остаться в понедельник здесь, и мы как раз приняли решение, что мы погуляем и не пропустим этот день, да, чтобы для нас осталось в памяти не только игры, да, и соревнования, а сам город, чтобы мы могли говорить с уверенностью, что мы гуляли и по городу, у нас была возможность, посетили различные музеи, да, мы за.